Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в республике ежегодно приводятся в нормативное состояние сотни километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Как нацпроект «Безопасные и качественные дороги» влияет на показатели аварийности в Якутии? Гость студии сегодня Семен Филиппов, генеральный директор управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Семен Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе по направлению улучшения транспортной инфраструктуры на региональных дорогах Якутии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ну, как вы знаете, национальные проекты приняты к реализации по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И по нацпроекту республика начала работать в 2019 году. То есть мы провели 5 сезонов. Это 19, 20, 21, 22 и вот 23. И надо сказать, что приведено в нормативное состояние за это время более 1000 километров. Ну, скорее, если точно, то 1058 километров дорог регионального значения, а нам по соглашению, по меморандуму и соглашению между Федеральным дорожным агентством и Республикой Саха-Якутия мы должны привести, учитывая 2024 год, 1100 километров. Но на сегодня, в 2024 году, мы уже заключили 18 контрактов, в которых предусмотрено улучшение уже 150 километров. То есть мы показатель как раз нацпроекта, который был предусмотрен соглашением, перевыполним более чем на 100 километров. Это, конечно, радует. Поэтому нацпроект, конечно, жители, самое главное, ждут реализацию этого нацпроекта, потому что это действительно касается улучшения и повышения качества жизни нашего населения. Ну каковы итоги работы по нацпроекту в 2023 году? Ну, прежде всего, хочу подчеркнуть, что задачи дорожно-строительного сезона каждый год у нас перевыполняется. Если в 2019 году мы привели 122 километра, было по плану 122,9 километра, то на следующий 2020 год вместо 183 мы ввели 210 километров. И так ежегодно в 2021 году 220, в 2021 году уже более 200, около 240. В этом году, в 2023 году, вместо плановых 244 километров мы привели в нормативное состояние 266,4 километра автодорог, то есть превысили плановые показатели более чем на 22 километра. То есть ежегодно мы устанавливаем региональные рекорды, и это, конечно, радует. Кроме того, мы также в рамках нацпроекта занимаемся и искусственными сооружениями, то есть мостовыми переходами через наши реки. В этом году в прошедшем году, было введено в эксплуатацию такой крупный мост, как через реку Минкуле в Тампонском районе 326 метров. Там же в Тампонском районе мы сдали мост через реку Тампорук, более 40 метров. Очень серьезный объект, такой сложный, был в Ленском районе. Это мостовой переход через реку Нюя, очень важный для нашей алмазной компании на дороге Мухтая. Мы его сдали в октябре месяце, тоже в те сроки, которые были намечены. И поэтому надо сказать, что в 2023 году также продолжались работы по реконструкции автодорог УМНАС, НАМ, со всеми плановыми показателями, со всеми, так сказать, индикаторами, которые предусматривает нацпроект, мы справились достойно. И я очень благодарен нашим подрядчикам. Также, конечно, огромную поддержку нам оказывает правительство республики в лице Министерства транспорта Республики Саха-Якутия. Постоянно мы находим поддержку у руководства республики, прежде всего у главы Республики Саха-Якутия Алексея Сергеевича Николаева. А так нас курирует первый заместитель председателя правительства Дмитрий Дмитриевич Садовников. Поэтому труд всех, и подрядчиков, и руководства республики, и нашего управления, специалистов нашего управления, как раз
значит, как раз позволяет нам достойно справляться вот с теми задачами, которые ставит перед нами национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Ну, дороги у нас в Якутии строятся, мы это видим. И вот хочется уточнить, да, что входит в это понятие привести дорогу в нормативное состояние. То есть это же не просто уложить асфальт, здесь же еще плюс идет искусственное сооружение, то есть какие-то освещения дополнительные, инфраструктура, остановки, да, инфраструктура да. полностью же это включается. Ну, особое внимание уделяется обеспечению безопасности, конечно, дорожного движения на улично-дорожной сети. И вот в 2023 году вот как раз для безопасности в рамках реализации у нас проекта вот, мы установили, значит, опоры со светильниками на транзитных автодорогах вот, в селах Жиганск, Кобяй, Хатасы, Мостах, вот, Табага, Сола. Вот также работы проведены и в поселке Нижний Бестях. Вот, в целом в транзитных населенных пунктах общая протяженность вот, опор наружного освещения составила более 19 километров, где, значит, появилось освещение. Естественно, это влияет на улучшение безопасности вот, как раз на наших автодорогах. Кроме того, вот, новые элементы наружного освещения в начале декабря по временной схеме, значит, были подключены на участке 11-15 километров на автодороге Умнасы. Ну, это Покровский тракт, да, вот, где идет реконструкция. И всего установлены 277 опор вот, наружного освещения и светодиодных, значит, светильников. Аналогичная работа проведена также на участке автодороги НАМ, вот 7-11 километр, там тоже вот 25 опор установлено еще 4 комплекса светофорного оборудования. Вот. И в дальнейшем, конечно, на этом участке еще и планируется установление и камер вот, фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Ну вот, кстати, камеры наверняка они влияют на уменьшение аварийности. Да, естественно, конечно, одним из индикаторов как раз вот у нас проекта является и как раз установка камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году мы установили таких камер 40. На самом деле мы уже давно как бы выполнили те индикаторы, которые поставлены вот на эту пятилетку по нацпроекту, но все равно ежегодно мы эти камеры дополнительно ставим вот, по согласованию, значит, и с нашим ГИБДД, управлением ГИБДД по республике Саха-Якутия. Вот. И надо сказать, что в населенных пунктах вот, республики действует 167 камер вот, фото-видеофиксации. Вот, и, значит, они работают от стационарных 156, одна у нас это мобильный комплекс вот, для распознавания правил остановки и стоянки транспортных средств, и 10 мобильных комплексов для измерения скорости вот, транспортных средств. Поэтому, конечно, это очень большое влияние имеет, и как раз оно очень конкретно влияет на безопасность вот, дорожного движения. Вот. Кроме того, надо подчеркнуть здесь, знаете, вот то, что вот эти камеры у нас, да, ну, вы сами понимаете, у нас очень такие суровые зимы, вот, они у нас очень современные, вот, с подогревом, поэтому, значит, погодные условия фактически не меняют, не влияют на них, на их работу. Вот, и они, значит, снижают вот, вероятность замерзания, именно вот, подогрев самой объективов камер. Вот, поэтому как бы эти камеры и зимой, и летом ну, нормально работают. И это, конечно, ну, фиксируется очень много нарушений, к сожалению, особенно скоростного режима. Да? И эти камеры нам помогают именно как раз для снижения аварийности на наших региональных автодорогах. Вот какие еще мероприятия были проведены, да, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Якутии? Ну, вот вы знаете, вот после ремонта и реконструкции обязательно вот мы возводим, значит, дорожные знаки, да, обязаны установить дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. И вот в этом году на региональных автодорогах после ремонта и приведения в нормативное состояние нами установлено более 1500, как раз вот 1500 дорожных знаков и около 12 тысяч погонных метров барьерных ограждений.
Вот. Кроме того, значит, по линии обеспечения безопасности дорожного движения вот установлено дополнительно еще 1090 дорожных знаков и 7000 погонных метров барьерных ограждений. Конечно, это все делается для безопасности дорожного движения. Также вот немаловажно, что в Якутии вот, в рамках нацпроекта «Безопасность качества дороги» значит, выполняется и используются современные технологии. Вот, именно инновационные решения, которые позволяют вот, делать дороги более безопасными. Я имею в виду, что при ремонте большей части автодорог вот, с укладкой вот, твердого покрытия специалисты применяли метод вот, холодного ресайклинга. Но это когда суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальта, да, асфальтобетона и слоя нижнего материала, вот оно перемешивается, да, и получается, ну и добавляется туда связующие материалы в виде цемента и других материалов, и в результате получается вот прочное однородное основание, да, вот на которое позже укладывается уже сам асфальтобетон. То есть оно более устойчивое, и более длительного, как бы у нас получается более длительное значит, использование этого асфальтобетонного покрытия, вот, то есть межремонтные сроки увеличиваются. Вот по этой технологии вот, отремонтированы, в частности, вот, и производится реконструкция на автодорогах НАМ и УМНАС. Вот это вот, да. Вот также среди вот, новинок применение также вот, на мостовых переходов это мастичная однокомпонентная полиуретановая гидроизоляция, называется Rubberflex 55. Вот она предназначена для защитно сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите в конструкциях дорожных одежд на пролетных строениях от мостовых сооружений. И вот такая система применена как раз вот на реконструкции мостового перехода через реку Нюя вот в Ленском районе. Вот. Ну и также, конечно, на постоянной основе мы ведем пропаганду, управление автодорог, пропаганду, значит, правил дорожного движения совместно с ГИБДД, совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, да, вот, и эта работа у нас находится на постоянной основе, проводится. То есть мы бываем и в коллективах, мы бываем и вот, особенно в школах, в учебных заведениях наших. Но эта пропаганда у нас совместно с ГИБДД Республики разработана целая значит, программа по значит, как раз улучшению безопасности дорожного движения вот, в Республике Саха-Якутия. Ну, впереди новые планы, наступил 2024 год, вы уже сказали о том, что заключаются контракты. Какие планы на этот год? Сколько дорог? Ну да, ну, сегодня в основном, значит, в 2024 году будут проводиться работы на республиканских автодорогах АМГА, УМНАС, НАМ, вот, Мухтуя и Яна. Вот там ремонты, капитальные ремонты, возведение искусственных сооружений. Планируется вести вот мостовые переходы через значит, реки Чуаналыр, это в Мирнинском районе, через речку Олчан-Тампонском районе, вот через реку Хатын-Урях в Кобяйском районе. Будут проведены серьезные такие значит, ремонтные работы на мосту через реку Вилюй. Вот, и реку Куйдусун, вот, которая в прошлом году разрушение было, да, и вот это. Далее будут продолжаться, конечно, вот мы должны в этом году сдать реконструкцию автодороги нам 7-11 километр, вот, и мы должны соединиться с городскими дорожниками на 7 километре, они идут с Можайского до 7, и мы, наконец, значит, вот это горлышко, где всегда были пробки, для жителей Сырдаха и поселка Жатай, наконец-то оно перестанет быть. И там великолепная четырехполосная значит, дорога второй категории обеспечит именно и безопасность дорожного движения, и, конечно, будет удобно для наших жителей города Якутска. Вот поэтому задачи большие. Вот. Ну и далее, конечно, у нас очень много километров мы приведем в нормативное состояние. Более 150 по плану, но я думаю, что мы, как всегда, сделаем больше. Ну что ж, Семен Васильевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Планов много, желаем их достижения, обязательного перевыполнения, учитывая, что это происходит практически ежегодно. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.